Ребята, здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы с вами продолжим изучение рассказа Константина Паустовского «Телеграмма». Это наш не первый урок по этой теме, но сегодняшний урок мы хотим посвятить образу Насти. Вы помните, какую проблему затрагивает это произведение? В основе данного произведения какая притча лежит? Кто мне поможет вспомнить? Саджида, пожалуйста. Притча о блудном сыне. Следующий вопрос, для того, чтобы мы с вами восстановили знания. Какое произведение мы с вами изучали, где данный вопрос уже поднимался? Станционный смотритель. Хоровых ответов не нужно обязательно. Хорошо. Сейчас, чтобы войти в наш урок, чтобы окунуться знаниями, которые вы уже владеете, я предлагаю вам прослушать музыку и написать ассоциации, которые у вас возникнут с этой песней. Только задание немножко усложним и свяжем его с нашей грамматикой. Первый ряд, выполняя задание на восстановление ассоциативного ряда, будет использовать ассоциации только имена существительные. Второй ряд, во время ассоциационного ряда используют только имена прилагательные. Запомнили, да? И третий ряд в своих ассоциациях использует только глаголы. Сейчас я включу музыку, внимательно погружаясь в мелодию, восстанавливаем свою ассоциативную цепочку. И уходите за поворот, вы не спешите, не спешите, и ей стоящий у ворот как можно дольше помашите. Вздыхают матери в тиши ночей, в тиши тревожной, для них вы вечно малыши. И с этим спорить невозможно. It had to be more than me if we were meant to be, then we would see forever. Fortunately, you were sent for me, and so we're still together. I know I don't deserve all the love you give. I don't. Ребята, давайте теперь посмотрим, насколько разнообразен ваш языковой багаж и какие слова вы использовали в качестве своего ассоциативного ряда. Так, пожалуйста, на первом ряду. Какие слова, ассоциации, имена существительные возникли у вас при прослушивании данной композиции? Давайте руки поднимаем и отвечаем. Так, пожалуйста. Одиночество. Хорошо, давайте я все работы ваши просмотрю, но у всех опрашивать не будем. Какие же прилагательные возникли у нас ассоциации? Пожалуйста, Дина. Печальный. Печальный. Так, Саджида. Обидный. Обидный. Хорошо. Безответственный, согласна. Какие глаголы мы могли сейчас вспомнить? Вспоминать. Вспоминать. Пожалуйста. Писать письмо. Писать письмо. Зарина. Страдать. Страдать. Хорошо. Ребята, показано, что у вас такой языковой багаж. Так много разнообразных слов вы вспомнили. Но продолжить материал мы немножко по классическому методу, и поэтому сейчас небольшая проверка полученных вами знаний. Я сейчас вам раздам небольшой экспресс-тест. В ходе выполнения этого теста вы вспомните как теоретические, так и практические материалы, изученные нами, то есть как и содержание текста, так и теоретические основы текста. Помимо этого мы с вами произведем взаимопроверку. То есть я вам дам ключи к ответам, к тесту, и вы проверите. Но не забывайте такое понятие, как академическая честность. Оцениваем друг друга честно, и чтобы никто ни на кого не обижался. Я сейчас по рядам раздам работу, вы передавайте друг другу, и начнем выполнять листы.
сейчас мы займемся взаимопроверкой, обменялись с соседом своими тестовыми заданиями и внимательно, с академической честностью и внимательностью проверяем работу своего соседа по партии. Я вам говорю ключ, то есть я вам говорю правильный ответ. К заданию 1 правильный ответ Б. Отмечаем птичкой, если верно. Так, не надо. К заданию 3 верный ответ А. К 4-му заданию верный ответ Б. К 5-му заданию верный ответ В. К 6-му заданию верный ответ Б. К 7-му заданию верный ответ В. К 8-му заданию верный ответ В. Так, посчитали баллы соседа, выставили на край стола работу, я их соберу и проставлю вашу формативную оценку. Ребята, подводя итоги, я хочу немножко обратиться к вам и к вашему видению проблемы, которая была описана в данном произведении. Несколько вопросов задать и хочу в ходе вашего ответа услышать аргументированный ответ, чтобы вы подкрепляли свой ответ желательно прямо информацией и данными из текста. Первый вопрос у меня вот такой. Раз мы работаем над образом Насти, тогда я бы хотела спросить, что же в облике Насти так четко и остро подчеркивает Паустовский? Что же он выделяет в ней особенного? Дилнура, пожалуйста. За ее русые волосы и большие холодные глаза художники называли ее Солвейгом. Солвейг в переводе означает как «солнечные пути», как воплощение света и любви. Но в авторском определении к слову «холодные» контрастно к этому имени. Солнце не может быть холодным, а глаза. Глаза — это как зеркало души человека. Что-то подобное мы и ожидали услышать. Ребята, прекрасный полный ответ, говорящий о том, что какой бы светлой и яркой ни была Настя, но ведь глаза, правильно Дилнура говорит, зеркало души, а вот ее глаза автор описывает как холодные. Это говорит о чем? Вот в одном слове, о чем нам автор хочет сказать. Почему ее называли яркой, при этом говорят, что у нее очень холодные глаза. Ваше мнение? Она относилась к матери очень холодно. Мать написала письмо, но она не ответила и читала, но мама звала его, но она не пришла. Да, Ее. А при этом кому она помогает все время? Своей маме Маме она каким образом помогает? отправляет деньги. А кому она помогает, вот, в смысле физически, духовно, поддержкой своей? Кому она оказывает, Настя? Кому Настя все время показывает поддержку свою? Кто помощник? Тимофею? Кто такой Тимофей? Это скульптор. Скульптору Тимофею она помогает раскрыть его талант. Прекрасно, садимся. Ребята, в тексте, также в описании и в оценке образа Насти появляется Гоголь. Он появляется несколько раз. Так почему же именно Гоголь и его персона так повлияла на Настю? Почему она так вздрогнула, когда увидела Гоголя на выставке? Так, кто такой ответ мне может дать? Садите, пожалуйста. Произошло то, что происходит в момент встречи человека с прекрасным. Героиня потрясена, насмешиво, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый человек. Настя видела жилки, острые жилки на шее Гоголя. Это письмо в сумке, ты его все еще не распечатала, казалось, говорили ей гогольские глаза. Эх ты, сорока, героиня почувствовала перелом в психическом состоянии и суетность сиюминутной. У нее осталось только одно — мать и ее одиночество. Да, хорошо. Сейчас выступил бюст Гоголя. Садина, пожалуйста. Совесть. Внутренний мир. Прекрасно. Знакомиться с внутренним содержанием этой прекрасной, красивой девушки. И вот таким вот способом, очень оригинальным способом, выступает Паустовский. Он нам рисует ее совесть в виде бюста Гоголя. Так, следующий вопрос.
Так, ребята, хорошо. А вот какие же факты свидетельствуют о том, что совесть у Насти все-таки проснулась? В своей матери она осознала то, что ее больше нет, и проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет, как на душе у Насти. Она уезжала, крадучись, потому что знала то, что будет стыдно перед людьми. И не зря оказалось то, что кроме матери ей никто не простит непоправимую вину и обиду. Так, прекрасно. Если он будет аргументирован и доказан фрагментами, эпизодами и цитатами из текста. Правильно? Следующее такое задание. Когда мы с вами говорим о том, что этот образ перекликается, мы также с вами вспоминаем о том, что это не первая героиня, которая опоздала попрощаться со своим родителем. Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили немножко и обратились к изученному материалу. Какая наша героиня опоздала попрощаться с родителем? И еще раз повторяю вопрос. Прощают ли родители нам наши проступки? Давай. Я думаю, что это Дуня, потому что она тоже опоздала к похоронам ее отца, но и проплакала тоже почти весь день возле его могилы. Но каждый родитель может простить своего ребенка, потому что каким бы ребенок ни был плохим, все же она одна кровь с ее отцом. Так, прекрасно. Мы с вами Дуня рассказала. Огромное спасибо, ребята, вам за сегодняшний урок. Мы активно с вами поработали. И в конце урока такой небольшой урок, небольшой вопрос скорее размышления. Чему же вас научило это произведение? Каждый, прочитавший это произведение, какие выводы он может для себя сделать? Что он вынес из этого произведения? Так, Султан, пожалуйста. Этот рассказ учит тому, что нельзя быть равнодушным к другим людям, нельзя, увлекаясь работой и заботясь о других людях, забывать о самых близких. Любой человек в этой жизни должен быть ответственным за то, что он совершает в своей жизни. Человек в любых обстоятельствах должен оставаться человеком. Можно мне рассказать стихотворение? Пожалуйста. Как часто обижая матерей, мы думаем, что мамы наши вечные. Они же Бога просят за детей и боятся дуть дыханием свечи. Как часто, причиняя маме боль, в глазах родных мы эту боль не видим. Всем матерям написанная роль – прощать и забывать свои обиды. Как часто словом ранее на бегу, по сердцу материнскому, как бритвой, она, чтоб отвести твою беду, ночами на коленях и с молитвой. И лишь когда родители мы сами и дети с болью по душе, мы с этой болью прибегаем к маме, но слишком поздно, нет ее уже. Не обижайте сердце матерей, чтоб не менялось в веки, в поколениях. Она единственная в мире из людей, молящая нам счастье на коленях. Как прекрасно стихотворение. Ребята, огромное спасибо вам за активность на сегодняшнем уроке. Я надеюсь, что мы с вами выполнили, повторили все, что смогли. И поэтому в ходе выполнения домашнего задания вы должны будете написать письмо Дуне, от лица Дуни своей маме. Вы помните, что мать написала письмо, правильно? Ненаглядная ты моя Настенька. Теперь я хочу, Дуня на это письмо, Настя на это письмо так и не ответила. А я хочу исправить эту ошибку Насти. Я хочу, чтобы каждый из вас попробовал написать ответ на это письмо. Возможно, если бы наша героиня получила бы письмо от матери, исход произведения был бы другой. Давайте дадим нашему произведению шанс иметь другой финал.